Какое самое ожидаемое событие в мире спорта? Конечно же, Олимпийские игры. А представьте такие же соревнования среди детей. А представьте, все это пройдет в Уфе. Летом в Уфе впервые пройдут международные детские игры. Это такие спортивные соревнования, которые проводятся под покровительством Международного олимпийского комитета. Спортсмены со всего мира приедут к нам в столицу Башкортостана, чтобы поучаствовать в них. И, конечно же, сложно провести такое мероприятие без волонтеров. Даже школьники добровольно участвуют здесь. Какие задачи вам поставили на сегодняшний день? Что нужно сделать до лета? Ну, пока что достоверно неизвестно, что мне надо делать, да. У нас будут специальные, как бы сказать, семинары, собрания, где нас будут посвящать к этому. Ну, где дадут мне задания, и я это буду делать на самих этих играх и буду к этому готовиться. В Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахеддина Акмуллы собрались волонтеры, чтобы обсудить свою работу на международных детских играх. На собрании они узнали о своих будущих обязанностях и функциях. Все волонтеры будут разделены по группам. Волонтеры общего уровня, специалисты, городские и спортивные волонтеры. И каждый из них будет работать в интересном себе направлении. Конечно же, упор делается на основной функционал. Один из волонтеров рассказал о том, что должен знать каждый волонтер. Ты прослушала всю лекцию, и что ты можешь сказать, какие будут игры? Я думаю, они будут очень продуктивными в плане появится много новых спортсменов, новых лиц, и также, возможно, появятся новые лица волонтеров, новые волонтеры, которые захотят в дальнейшем как-то перерастить это в свою профессию. Более 600 человек подали заявки на добровольное участие в организации соревнований. Наш город будут представлять не только жители Уфы, но и представители других городов Башкортостана и России. Это очень выгодно быть волонтером на таком масштабном мероприятии. Можно познакомиться с многими новыми людьми, подучить другой язык, а может и встретить своего друга по переписке из другого города или страны. Это действительно ответственное и тяжелое занятие быть волонтером на таких масштабных соревнованиях. Давайте пожелаем всем волонтерам, организаторам и, конечно же, самим участникам удачи на играх. Антон Медведев, Нурислам Хариев, специально для Горы новостей.